Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто за вами скоро будет бегать? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Итак, настраивайтесь. Я тоже буду настраиваться. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, тут двух мужчин показали, девочки. Два мужчины за вами будут бегать. Один ножки будет целовать, другой ручки будет целовать. От одного вы попой вот как-то отвернулись, да, вот прям пятки, получается, он вам целует. Ну, потому что вы спиной к нему. А со вторым вы такая, не прочь, да, вы в глазки ему смотрите. Слушайте, как интересно. Сразу два мужчины. А цветочек-то цветет. Ох, какая любовная история. Часики-то тикают. Ну, давайте начнем с того, кому вы позволите, да, позволите за вами бегать и ручки вам целовать. Начнем за здравие, да. Вот здесь мужчину очень классного показали. Да, он еще и с кольцом. Смотрите, видите, вот оно кольцо с камушком. Еще, кстати, двойное кольцо. Смотрите, вот оно. Не знаю, как вам. Видно, не видно. Видите, вот оно одно кольцо, а вот оно другое с камушком. Опа! Вы поняли? Тут не просто бегать, тут с последствиями, да? Если вы захотите. Он за спиной держит эти кольца, значит, он очень серьезно будет на вас настроен. И это не просто волокита за прекрасной женщиной, а это далеко идущее намерение по созданию семьи, по созданию действительно полноценных отношений. Так, что я могу сказать про этого мужчину? Могу сказать одно. Он вам нравится. Он вам визуально нравится. То есть это не какой-то чужой мужчина, который ворвется в вашу жизнь. Это мужчина знакомый. У кого-то отыграется, что вы прям знаете друг друга, общаетесь друг с другом. А у других отыграется, что вы визуально его знаете. То есть видели. Да? Вот видели, симпатичный мужчина работает в отделе рядом, в соседнем отделе. Симпатичный мужчина живет где-то рядом, да, по соседству. Симпатичный мужчина у меня на курсе, да. Все же разные, у каждого по-своему будет. У кого-то еще может отыграться, что вы в одной компании, да, может быть, недавно только лишь познакомились, и вы на него так посмотрели и сказали: ой, хорошенький, да, какой славненький, прям что-то к нему почувствовали. Он у вас есть и в глазах, и в памяти. Вот. Но кому-то действительно очень нравится мужчина, вы с ним общаетесь, и общение у вас прям вполне себе полноценно идет, в правильном русле развивается. Мужчина сам по себе очень хороший, очень такой положительный, добрый. И знаете, вот эта его доброта, она как и в плюс ему идет, так и в минус. Сейчас объясню почему. Ну, плюс, понятно, объяснять не надо. Добрый мужчина, он как бы всем приятен. Да, с ним вы будете чувствовать себя вот в положении королевы. Мужчина никогда себе не позволит там ни лишнего, ни громкого, ни какого-то безобразного, да, поведения. Вот. Чем минус? Минус тем, что он безотказный. Вот мне идет, что им все пользуются. И могут пользоваться на работе, да, то есть сделай то, там подмени, тут замени, тут поработай, да, вот пользоваться. И могут пользоваться друзья, да, там денег займи, там подсоби, еще что-нибудь сделай. И могут пользоваться его же родственники. То есть он безотказный мужчина. Доброта его, конечно, тут немножко губит.
будут такие ситуации, девочки, либо они уже возникают, да, когда мужчина разрывается между вами, любимой женщиной, и между тем, что вот кто-то его попросил что-то сделать. Ну, вам будет казаться, хотя нет, это не будет казаться, но так на самом деле и будет, что им пользуются, на нем катаются. Будете с этим бороться, если вместе будете. Вот это прям минус существенный. И еще один минус. То, что этот мужчина, он любит веселье, он любит веселые компании, он любит повеселиться. Вот там, где музыка, там, где смех, скорее всего, он сам такой весь веселый, активный, креативный, возможно, он там на гитаре умеет играть, либо не дурак спеть, а может быть, он там массовик-затейник в душе, а может, не только в душе. Ну, в общем, такой вот, он постоянно любит вот эти тусовки. И вас за собой будет тащить, и если вместе будете жить, скорее всего, дома часто будет друзей принимать, приглашать, да, вот веселиться. Это тоже как бы минус. Ну, соответственно, вы понимаете, где тусовка, там и, наверное, горячительные напитки. Это не про кофе и не про чай, да. Это то, что с градусами обычно подается. Я не могу сказать, что он прям сильно пьющий либо запойный. Нет, нет. Но если бы этого не было, было бы гораздо лучше. Ну, вы понимаете, о чем речь. Вот. Будет он за вами бегать, ну, потому что вы ему очень понравились, ну, потому что вы та самая женщина, которая пробудила в нем мысли о семейности. Вот именно с вами хочется пустить корни. Вот вы серьезная, вы стабильна, вы, кстати, гораздо серьезнее, чем он. Вот у него поведение какое-то такое немножко как детское, в какой-то степени наивный мужчина. Да, он хорошо и много умеет работать, он выносливый, он там никакой работы не боится, но он немножко какой-то наивный мне идет. Добренький, наивный парень, которым все пользуются, а он этому и рад. И, конечно, его прям тянет к такой серьезной женщине, как вы. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что у вас разница в возрасте. То есть вы чуть постарше, он чуть помладше. Да, вот тогда эта серьезность, она прям вот... на все 100 проиграется. Вот. Хочется пустить корни, хочется семьи, хочется заботы. Не то, чтобы о нем заботились, ему хочется заботиться. Да? Вот такой вот у него стимул появился, когда он вас увидел. Плюс вы первая красавица на районе, либо в компании, либо в тусовке, где вы постоянно находитесь. Но вот действительно, вы желанная женщина, вы многим нравитесь, но вы такая характерная, и немножко вот о вас слава идет, как вы, ну, вздорная особа, да, вы можете там вспылить, чуть что не так, так вы такая свою фи выскажете. То есть, что у вас такой, ну, типа непростой, немножко стервозный характер. Вот. Многие хотят, но многие побаиваются. Поскольку он парень простой, ему нужна такая женщина с перчиком, как вы. Вот поэтому, девочки, вы ему и приглянулись. Ну, про внешние данные я уже там вообще ничего не буду говорить, потому что вы полностью его идеал. Какая бы вы ни были, высокая, либо миниатюрная, полненькая, либо очень худенькая. Вот вы его идеал, понимаете? Вот прям... в дрожь его бросает, когда вы рядом. У него какие-то странные реакции на вас идут. То ли краснеет, то ли бледнеет, то ли испарина появляется. В общем, это все видно. И это все очень миленько, да? То, что у мужчины такие реакции на женщин. И я еще так скажу, сколько бы времени вы вместе не пробыли, у него всегда будет такая реакция на вас. Ну вот крышесносная вы женщина для него, судьбоносная, роковая. Ну вот что случилось, то случилось. Я вижу, что этот мужчина уже очень серьезно на вас настроен, и вижу, что вы не захотите ему отказывать. Ну потому что уже нравится, потому что вы видите, что он славный парень. Да, у него есть недостатки, но они не настолько критичны, чтобы ставить на этом парне крест. То есть вы ему позволите за собой ухаживать, тем более вот вы друг другу в глаза смотрите. То есть вы к нему вот прям повернулись и принимаете его ухаживание, и ручку даете, чтобы поцеловал. Красиво будет ухаживать, денег много на вас будет тратить, сразу говорю. Вплоть до того, что девочки в кредит может залезть. В долги, в кредит, вот лишь бы вот за вами так красиво, шикарно ухаживать. Кто-то осудит, а я скажу так, он мужчина ответственный, он понимает, что он делает, и ему важно вам показать, что он ради вас на все готов. Поверьте, эти кредиты никогда вас не коснутся. Найдет возможности, будет там 3 раза больше работать, либо подработку найдет. Он все выплатит сам. Вас это вообще не коснется. Но он вам покажет сказку, подарит сказку. Хорошие рестораны, прекрасные дорогие цветы,
какие-то украшения, может, одежда, да, но вот прям будет красиво ухаживать, дорого-богато. Вот мне идет именно так. Вот вы как в сказку попали. Вот действительно принцесса на балу. Вот такое ощущение идет от него. А девушки, кто постарше, за вами так никто и никогда не ухаживал. Даже богатенькие мужчины, не позволяли себе столь широких жестов, которые будут позволять этот прекрасный молодой парень, который в вас влюбился. Он уже в вас влюбился. Он тут сидит, замышляет, там, придумывает, не знаю, стихи для вас сочиняет, пишет. В общем, он ваш прям по самые пяточки, от макушечки до пяточек, уже он ваш. Вот. Вижу, что еще какая-то женщина на него глаз положила. Для него не будет выбора, для него уже выбор очевиден и сделан. Он на ту другую женщину прям совсем не откликнется. Она там будет пытаться ходить, глазки ему строить, либо завлекать его своими прелестями, выпуклостями, впуклостями. Но он нет. Вы его женщина, и здесь прям 100% только вот для вас цветочек цветет. Вот, еще по поводу этого мужчины. С этим мужчиной, вот если вы ответите согласием, да даже просто если будете общаться, встречаться, вы всегда будете себя чувствовать в роли учительницы. Ну вот такой вот, я же говорю, наивный, простой, легкий, да, вот постоянно будете чему-то его учить. Хотя я вот вижу, что он такой начитанный, он любит почитать, любит пофилософствовать, много тем у него в голове крутится. Он там, не знаю, не в компьютерные игры играет, может быть, какие-то политические передачи смотрит, может, там, не знаю, энциклопедии почитывает на досуге. Вот. Ну, достаточно грамотный. Но к жизни как-то как наивный ребенок относится. Вот. И вы всегда будете себя ощущать, как будто бы вы учительница. Из вас действительно славная пара получится. Хорошая пара, два хороших человека друг друга нашли. Тина маслом, ну, как говорится, дай Боже, в добрый путь. Так, и второй мужчина. Второй мужчина, вы от него отвернулись. Он какой-то буквой «зю» у меня здесь вышел, весь такой какой-то как перекрученный, что-то с ним произошло, потрепанный, но живой. Да? Что-то с ним такое нехорошее произошло, вы от него отвернулись спиной. За ним какой-то долг числится. То есть он вам должен, я так понимаю, может, денег должен, а может быть, что-то другое. И вы прям ни в какую, нет. И он вам вот ноги целует, мне идет. То ли он очень виноват перед вами, то ли должен, то ли, ну вот настолько вы от него развернулись, что уже видеть его не хотите. И этот мужчина тоже вам знаком. И этот мужчина был в вашей жизни. Вас что-то очень серьезно с ним связывало. И я так понимаю, что это был не один период времени, да, какую-то часть жизни даже вы ему посвятили, да, вместе с ним были. Вот обида мне идет, что этот мужчина вас очень сильно обидел, что вам очень долго болело, и еле-еле вы в себя пришли после этого мужчины. Причем, ну вот мне идет так, что разные мужчины были в вашей жизни, а этот прям особо отличился, особую какую-то боль вам причинил. Как знаете, преступление с особым коварством, да, от него произошло. Ну, то есть вы стали жертвой этого преступления. Этого мужчину вы любили, да, любили. Но он сам всю эту любовь из вашего сердца прям, ну вот как выбил, понимаете, выжал. Как отравил ваше сердце, понимаете? Это ж надо так сильно любить, чтобы потом так сильно, ненавидеть мне идет, да? Вот вижу, что ненавидели его. Может, уже все отпустило, все это прошло, но вы его прям меньше всего в жизни хотите видеть. А вот именно он и появится. Может быть, он узнает, что за вами хороший мужчина ухаживает, и он такой, блин, я ее теряю, да, надо что-то делать, надо подсуетиться, и поэтому появится. Может быть, потому что он что-то такое вот пережил, да, потому что его действительно не в лучшей форме показали. Может, дошло, что вот единственный человек в жизни, кто его по-настоящему любил, это вы. И он такой, о боже, что мне теперь делать? Ну вот к вам он ползет, действительно ползет. Он вам многое будет обещать, он будет вам кляться, он будет тут, ну, с бубном вокруг вас плясать, да, лишь бы вы ему поверили, лишь бы вы, ну, позволили быть рядом, я так скажу, да, вот воссоединиться. У него цель воссоединиться. Цель ли взять вас замуж? Я этого не вижу. Цель ли стать рядом с вами степенным, благородным, нормальным человеком? Тоже не вижу. Вот ему хочется занять это место рядом с вами, чтобы другой, например, не занял, да?
Ну, как-то так мне идет. И еще вижу, что он какой-то прям интерес преследует, как выгоду свою ищет, девочки, выгоду. То есть, когда вы были вместе, я так понимаю, что вы, конечно, его там со всех сторон подстраховывали, он на вас полностью полагался, может быть, на ваши сбережения жил, да, либо на ваши заработки. Ну, в общем, позволял себе, да, какие-то ужасы, страхи, либо вас как-то шпынял за что-то. Сейчас у него прям полный упадок и в жизни, и в делах. И вот ему нужны силы, да, возродиться. А вы для него как тот самый источник, да, который помогает, на ноги ставит. Ну, не буду говорить про запасные аэродромы, да, это прям совсем как-то обидно. В общем, ему нужно, как я понимаю, на ноги встать. А вы как бы вот идеальный вариант. Потому что он знает, что вы самоотверженная, что вы... когда любите, все отдаете. Не только себя, но и все, что имеете. Вот как бы, да, такой у него интерес. И, в общем, он за вами будет ходить, он будет вас преследовать, он даже кого-то будет подбивать, чтобы вас образумили, да, чтобы кто-то за него там вступился, вас научил, либо дал вам подсказку, что вот... Зачем тебе новый мужчина, если у тебя есть вот этот старый, типа ты же его знаешь, типа все между вами уже там случилось, да, он ну какая-то гадость мне идет, если честно, даже не хочу это рассматривать. Вот я понимаю, что это моя работа, но мне настолько этот мужчина не нравится и настолько мне больно от ваших воспоминаний, что я даже не хочу его рассматривать. Вот появление этого человека, да, большая трагическая неожиданность и ну вот как-то невозможно что-то предпринять, чтобы он не появился. Он все равно появится. И знаете, еще мне как идет, вот параллельнее идет, что когда вы вот с этим новеньким, с этим мужчиной, который вам нравится, вот прям почувствуете себя счастливой, вот этот вот паразит, он приползет, чтобы вам все испортить. Да, чтобы вам все испортить. Вот у вас будет такое ощущение. Ну, что сказать, не жалейте его, гоните его, не знаю, полицию вызовите. То есть надо, конечно, тут не давать ему спуску, и чем быстрее он поймет, что вы его никогда не пустите, не примете, тем лучше будет для вас. Потому что нервы он вам здорово может потрепать. Да? Хоть он уже и не ваш мужчина, хоть уже все уже это прошло, закончилось, но нервы, дай Боже, может потрепать. Да? И главное, не допускайте, чтобы вот этот ваш бывший и вот этот новенький, чтобы они выясняли отношения. Потому что этот, он прям... с головой не дружит. Либо в порыве отчаяния на что угодно может пойти. Даже вплоть до того, что этого вашего новенького как-то покалечить, не дай бог. Вот. Не допускайте этого. Ни в коем случае не допускайте. Это может быть трагедией. Это я вас предупреждаю. Я, конечно, этот момент закрою. Но раз такая информация идет, вы должны об этом знать. Вот. Ну, а так в целом, мои хорошие, ну вот цветочек распускается, причем это не простой цветочек. Этот цветочек про страсть говорит. И время вам пришло любить, время вам пришло стать счастливой, да, расцвести. Вот. И от любви зацветете, расцветете. Да, счастливой быть. Вот если бы не вот этот, так вообще все идеально бы сложилось. Так, и еще, мои хорошие, не бегать, но что-то вам предлагать, но тут как профессиональное что-то идет. Здесь какой-то мужчина, ну, может быть, начальник, чиновник, не знаю, вот работодатель будущий, вот как выберет вас, вот с вами работать, с вами сотрудничать, с вами дела иметь. Ну, либо, может быть, вам помогать, да, вы идеальный кандидат на получение там каких-то грантов, субсидий, помощи. Вот еще это показали. Ну, тут как бы не про любовь, здесь больше про бизнес, про дела. Но, тем не менее, среди разных женщин выберут именно вас. И, знаете, тут еще такой аспект показан, что вы этому мужчине вот кого-то напомните, кого-то своего родного. Может быть, дочку ему напомните, может быть, там, первую любовь, может, мамочку его напомните. Вот, он как-то странно на вас будет смотреть, ну и как-то странно к вам относиться. Вот, девчонки, нет, он не будет вас домогаться, и ни про какую любовь здесь речь не идет. Здесь именно вот как вы для него какая-то родная, вот как родство какое-то он к вам почувствует, поэтому будет на вас так странно смотреть. И да, девочки, это не повод ему отказывать, либо отказываться от должности. Поверьте, этот мужчина вас точно не обидит. Так, мои хорошие, на этом у меня все.
Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.